Экзамены по тактике ведения боя уже позади. Сейчас на учебном полигоне курсанты показывают, как они владеют оружием. Будущие офицеры стреляют из БТРов, зенитных установок, минометов и стрелкового оружия. Над всем работали, над всем старались. Каждый отрабатывали. С автоматом мы стреляли постоянно, пулеметы стреляли, гранатометом мы стреляли. Мы абсолютно все стреляли. За 4 года, благодаря нашим преподавателям нашей академии, то мы очень много отработали, очень много прошли. Так что мы все это с легкостью. В этом году курсанты впервые стреляли из артиллерийских, зенитных и противотанковых установок. Несмотря на увеличенную нагрузку, из 300 выпускников практически все сдали стрельбы на отлично, отмечают в академии. Маю з чим порівняти. Це у 2014 році я був на випуску і от зараз, у 2016 році, коли курсанти здавали екзамен. Я абсолютно щиро хочу відмітити, що курсанти краще підготовлені іменно практично в цьому році, в 2016 році. Ввели зміни в програмі і почали навчати іменно тому, більше давати практики, навчати тому, що йому буде необхідно в службовій бойовій діяльності. Второй год подряд в Академии Нацгвардии состоится досрочный выпуск. В конце марта курсанты получат дипломы и уже на следующий день отправятся служить в воинские части. Ми провели всі ті заняття, що повинні були провести на ці місяці, які не довчилися, але ми їх все одно провели. Відповідно, провели, ви самі бачили, стрільби взводів. І після цього державні іспити показали, що особовий склад на 100% ми впевнені, що вони виконають завдання, коли буде потрібно. Когда будущих офицеров распределяли по воинским частям для дальнейшей службы, учитывали желание каждого. Многие курсанты выбрали бригады, которые сейчас принимают участие в боевых действиях на Донбасі. Хочу продовжити свою службу далі, щоб обороняти свою країну і захищати її на рубежах своїх АТО. Ирина Антонюк, Павел Велицкий, медиагруппа «Объектив».